В Удмуртском федеральном исследовательском центре провели необычный день открытых дверей для садоводов. О научной теории, которую любители растений смогут применять на практике, расскажет Ирина Кропачева. Мы создаем условия более влажные, чтобы наше растение привитое, оно не теряло тургор. Как провести прививку бахчевых, чтобы получить хороший урожай дынь, арбузов, огурцов? В Удмуртском федеральном исследовательском центре мастер-класс для садоводов. Здесь к делу научный подход. Своими наработками ученые делятся с практиками. Много кандидатов наук. И есть очень большие наработки по бахчевым культурам, по голубике, по выращиванию винограда. Кроме этого, у нас очень большая серия наработок по клональному микроразмножению. Как вырастить редкие кустарники и цветы, инструкция от ученых дорогого стоит. Вот, к примеру, совет для тех, кто мечтает о собственной коллекции рододендронов. Им нужна почва кислая, влажная и хорошо аэрируемая. То есть у нас такой почвы как таковой нет, поэтому выкапывается достаточно значительная яма, то есть там 60 сантиметров в диаметре, там 60 сантиметров глубиной, там уложится на дно дренаж и вот потом заполняется кислым, желательно торфом. Необходимо и полив, и внесение удобрений сульфатных, дабы pH был пониже. На экскурсии тоже есть что посмотреть. Здесь все лето цветут цветы. Японский сад, экспозиция луговых и лесных растений Удмуртии. Информации масса, признаются садоводы. Раскрыть секреты садоводства, показать, как вживую все это растет, как плодоносит и цветет без проблем по уходу, с минимальными обработками. Это очень полезно. Чем подкармливать, в какое время, затем вредители, борьба с вредителями. То есть достаточно много информации получили. Организаторы говорят, обмен опытом необходим. Такие дни открытых дверей здесь намерены проводить и в будущем. Ирина Кропачева, Алексей Крылов. Вести, Удмуртия.